Накануне сильно упала цена на нефть, несмотря на очевидные минусы. Есть ли в этой ситуации положительные стороны? Как падение рубля отразится на бюджете республики? Ответы на эти вопросы и другие вопросы искала моя коллега Юлия Великодная. Здравствуйте, коллеги! Все действительно так. Начну с оптимистичных последствий кризиса. Золото называют тихой гаванью на фоне шторма финансовых рынков. Цена за российскую унцию выросла с $1500 до $1700. Рост продолжится, и по некоторым прогнозам цена достигнет 3000. Поэтому все инвесторы сейчас предпочитают вкладываться в золото. По прогнозам, в плюсе могут остаться и алмазодобывающие компании. Есть такая вероятность, что такое одной из тихой гавани выступят алмазы. Поэтому, возможно, инвесторы уйдут еще и на алмазы. И тогда это неплохо скажется на продажах Алроса. Надо сказать, что Республика Саха-Якутия по итогам прошлого года заняла 3-е место в России по добыче золота. И если такие прогнозы оправдаются по золоту, то это на самом деле будет неплохо для республиканского бюджета. Также нефтяной кризис в стране – это дополнительные доходы за счет курсовой разницы для республиканских экспортеров, в частности для Алроса. Если для крупных компаний прогноз оптимистичный, то для населения не все так радужно, как хотелось бы. Что касается цен на продовольственные и другие товары, то уровень инфляции может достигнуть 10-15%, если тенденция падения рубля будет сохраняться. Отмечу, что по итогам вчерашних торгов нефть частично отыграла свои позиции. Вероятнее всего, индекс потребительских цен, конечно, может за счет этого вырасти. Пока прогнозы какие-то конкретные давать сложно, но действительно, инфляция может быть достаточно высокая. Порядка, наверное, 10-15% может быть, если тенденция будет наблюдаться и дальше. Если же курс рубля вернется на прежние значения, то, конечно, мы этого не. Что касается бюджета республики, то те федеральные трансферты, которые предусмотрены, регион получит в полном объеме, так как федеральный бюджет будет сбалансирован даже при $20 за баррель. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Думаю, скорее всего, все-таки возобладают оптимистичные настроения. Это будет зависеть от той статистики, которая подает по Китаю. Пока что по Китаю статистика была не сильно утешительная, но тем не менее ничего катастрофического там не произошло. Если потребление нефти в Китае будет расти, то, скорее всего, нефть должна будет восстановиться хотя бы до $40 за баррель. Также спрос на нефть в России уменьшится за счет планов японского и европейского автопромов в ближайшее время полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. По даже тем прогнозам, которые есть в Международной энергетической ассоциации и другим прогнозам, которые существуют, да, снижение потребления нефти будет, но до 35-40 года в целом общий объем потребления все равно будет расти нефти. Да? Просто его темпы роста будут не такими высокими, как если бы этих тенденций не наблюдалось. Падение стоимости нефти марки Brent до $32 за баррель – это одно из крупнейших однодневных падений в истории за 30 лет. Последний раз такое наблюдалось в 1991 году после операции «Буря в пустыне». Что касается курса доллара и евро, то, вероятнее всего, в ближайшее время ждать снижения не стоит.